Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Ко Дню Великой Победы мы открываем рубрику «Вечная слава героям». Сегодня в нашей программе ветеран тыла Юрий Иннокентьевич Осипов. Ветеран тыла Юрий Иннокентьевич Осипов родился в деревне Тасагар Вилюйского района Я. СССР 15 июля 1930 года. Там же окончил 7 классов. Трудовую деятельность начал в 8-летнем возрасте, погонщиков быков на покосе и на весенних посевных работах. Став постарше, стал работать пастухом в колхозе. Так и проработал всю войну. Был разнорабочим. После войны в 1947 году в 17-летнем возрасте поставили работать кладовщиком. На фронте у Юрия Иннокентьевича погибли 2 старших брата. В 1949 году его призвали в ряды советской армии. Отслужил во внутренних войсках МВД в Магаданской области стрелком. В 1953 году демобилизовался и по комсомольской путевке поступил на работу в милицию в отдел службы, имея звание старшины. На пенсию ушел в 1980 году. Он долго конвойным работал. Конвойным он работал. Так, вот конвойников в то время, кто с ним поступили в милицию, сколько их осталось? 3 или 4 осталось. Все умерли. Вот в конвойном заводе очень тяжело работает этот перелет. Утром он прилетел, например, с севера, а следующее утро опять на самолет. Вот так все время. И они, видишь, как у них жизнь короткая. По районам летели. Здесь ночью даже летели. Тяжелое времена было. Особенно вот северного района. Это кругом бандитизм. Захваченных 53-54 год, скажем, тяжелый был. Тяжелый, конечно. Но все эти бандиты освободились, все там оставались у нас крайних северных районов. Да. Всех колоний вся открыли, все вообще страшно было, времена были страшны. Сколько женщин насилованы, сколько убийств. Вместе с женой вырастили 5 сыновей. 2 из них тоже отслужили в органах внутренних дел республики на различных должностях и ушли на пенсию. В настоящее время внук Юрия Осипова Геннадий также служит в столичной полиции в рядах неведомственной охраны. Сейчас Юрия Иннокентьевича подводит здоровье. Любимая жена, с которой в этом году они будут справлять бриллиантовую свадьбу, стала для него вторым «я» и даже выразителем мыслей из-за того, что появились проблемы с речью. Приближали, как могли, этот день победы порохом трава. Сотрудники полиции нашли объявленного в розыск ребенка в машине, попавшей в автоаварию. В минувший понедельник оператор 02 принял сообщение о том, что со двора одного из домов пропал 8-летний мальчик. Мать ребенка написала заявление в полицию. Ориентировка была направлена всем наружным службам. Школьника нашли сотрудники ГАИ в автомобиле, попавшем в аварию на улице Лонгинова. Оказалось, что мальчик давно хотел прокатиться на машине с соседями. В этот день супруги собирались поставить Toyota Probox в гараж, но так как владелец выпил спиртное, попросил сесть за руль своего знакомого. Сам сел рядом. Его супруга, ребенок и попросившийся прокатиться мальчик поместились на заднем сидении. Вернуться предполагали на такси. Женщина утверждает, что настоятельно просила мальчика предупредить свою маму о поездке. Однако школьник сослался на то, что забыл номер ее телефона и все-таки уговорил соседей взять его с собой. Ну что произошло? Гулять 5:30. Потом кинулась через 2 часа, домой позвать его. Вышла, нету. Начала спрашивать детей, где Максим? А он, говорит, тетя Люба подходил к какой-то белой машине. Сел и уехал. Что за машина? Знакомая? Да, это была тетя Лизина машина, она там была за рулем. Ну все, думаю, мало ли, может прокатиться. Что-то подождала чуть-чуть.
Смотрю, нету, уже темнеет, начала, ну вот, позвонила в полицию. Вот. Потом мне сообщили, что нашелся ДТП. Вот приехала сюда, пишу, объясните мне теперь. А это ваши соседи? Это мои соседи, да, они внизу живут. В 19:20 на перекрестке Лонгинова-Чайковского водитель пробокса вовремя не уступил дорогу Король Спасио. Случилось ДТП. Никто не пострадал. Мужчина привлечен к административной ответственности, так как не имел при себе водительского удостоверения и страховки. Вы же говорите, что вас Никто ничего не говорит. неправомерно задержали, может, скажете? Да, неправомерно задержали, но снимать нас не надо. Ну, а по какой причине вам как объяснили? Почему По вы какой сюда? причине? Ребенок чужой сел в машину, попросил его прокатиться. В это время мы попали в ДТП. Вместе со своим ребенком сидели сзади все втроем. А за рулем трезвый человек был, да? За рулем был трезвым, рядом пьяный. Мать ребенка простила соседей и от претензий отказалась. Однако этот случай может послужить хорошим уроком для взрослых. Нельзя без разрешения брать на себя ответственность за чужих детей. Обращаем внимание горожан, что в Якутске участились случаи квартирных краж. Рекомендуем поставить дополнительные замки на двери и особенно на окна. В последнее время участились случаи совершения краж из квартир и частных домов граждан. В большинстве случаев объектами преступных посягательств являются денежные средства, золотые и серебряные ювелирные изделия, бытовая аудио-видеотехника. Граждане, будьте бдительны. При уходе из своего дома не оставляйте окна открытыми. Проверяйте исправность запорных устройств на окнах и дверях. Обращайте внимание на посторонних лиц, находящихся в подъезде. Если человек вам показался подозрительным, звоните в 02. Не храните большие суммы денег в квартире. Ювелирные изделия необходимо хранить в труднодоступных местах. При отъезде из своего дома на длительное время попросите соседей забирать за вас почтовую корреспонденцию. Доверенных лиц попросите время от времени проверять вашу квартиру или частный дом. При утере ключа меняйте замок двери. При соблюдении этих минимальных правил вы сможете обезопасить себя и свое жилище от квартирной кражи. Помните, от вашей ответственности зависит сохранность вашего личного имущества. Сотрудники оперативно-сыскного отдела раскрыли кражу, совершенную карманником-рецидивистом. В конце февраля в уголовный розыск столичной полиции поступило заявление от женщины, которая стала жертвой карманного вора. Потерпевшая заходила в автобус, отправлявшийся с автовокзала. На перроне к ней подошел немолодой, внешне приличный мужчина и заботливо помог ей и ребенку зайти по ступенькам в салон, якобы пропуская их впереди себя. Даже сделал вид, что намеревается отправиться тем же рейсом, однако ехать он никуда не собирался. В тот момент, когда злоумышленник поддерживал свою жертву, якобы помогая забраться в автобус, он похитил у нее из кармана кошелек. Женщина написала заявление. Буквально через неделю оперативники сыскного отдела столичной полиции задержали подозреваемого. Им оказался многократно судимый за карманные кражи рецидивист 1965 года рождения по кличке Колобок. До последней судимости в 2012 году был смотрящим за всеми карманниками в Якутске, пока его деятельность не пресекли сотрудники уголовного розыска 3-го городского отдела полиции, отправив места лишения свободы за карманную кражу в автобусе по маршруту номер 41. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под домашним арестом. Граждан, пострадавших от действий этого человека или имеющих какую-либо информацию, просим обратиться в уголовный розыск межмуниципального управления МВД России Якутская по адресу Якутская, 2. Опасайтесь карманных краж. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения, особенно если вас начинают толкать, теснить. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. Обращайте внимание на мужчин, руки которых прикрыты большой сумкой, пакетом, пиджаком. Следить за своими вещами нужно уже на автобусной остановке, несмотря на толкучку. Внимательно оглядывайте свою сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц, проверить сохранность имущества.
Карманники часто работают группами и передают похищенное третьему лицу, которое быстро покидает место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. Сотрудники столичной полиции просят оказать содействие в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Отделом уголовного розыска столичной полиции разыскивается гражданин за совершение грабежа в отношении старушки. Всех, кому известно данное лицо, просим позвонить по телефону 8924 166 69 97. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 2 просят оказать содействие в поиске подозреваемых в совершении грабежа Турчина Александра Николаевича, 1989 года рождения, и Мыкычанова Прокопия Павловича, 1970 года рождения. За кражу телефона и денег разыскивается Прокопьев Борис Афанасьевич, 1983 года рождения. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении этих граждан, просим сообщить в уголовный розыск отдела полиции номер 2 по адресу Пирогова 5/1, либо позвонить по телефону 8 914 111 41 20. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энмеха битин бир тылы, эйгин таптыбын дебитим. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ. Эйхэ бәді хәбиппин, бир тылы доғыру. Атты бар туранын олону, Сибекки тупутун кереспе, қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйеқэ бәді хәбиппин, бір тылы доғырым. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйеқэ бәді хәбиппин, бір тылы